Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые главы делегации, позвольте сердечно приветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Выражаю глубокую благодарность белорусской стороне, лично Александру Григорьевичу Лукашенко за высокую организацию нашего заседания. Хочу особо поприветствовать первого президента Республики Казахстан, почетного председателя нашего совета, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно благодаря инициативе Нурсултана Абишевича, озвученной еще четверть века назад, сегодня мы пожинаем плоды нашей совместной успешной интеграции на евразийском пространстве. Отрадно также отметить, что на нашей сегодняшней встрече впервые участвует президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзиёев, а также президент Республики Куба господин Мигель Диас-Канель Бермудес. Несомненно, вовлеченность Республики Узбекистан и Республики Куба является еще одним подтверждением выбранного нами курса на укрепление диалога с нашими партнерами. Пользуясь случаем, хочу искренне пожелать вам успешной и плодотворной работы в нашей совместной деятельности. Уважаемые участники заседания, хотел бы отметить, что участие в ЕС является приоритетным направлением внешней политики Кыргызстана. Мы всегда выступаем за открытый и конструктивный диалог по всему спектру вопросов в рамках Союза. ЕС сравнительно новая организация, но она проходит достойный и качественный путь в своем развитии. Сегодня главным вопросом является принятие документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции, который составит повестку развития Союза и определит основные направления работы на ближайшие 5 лет. В этой связи хотел бы отметить, что в стратегию включена инициатива Кыргызской Республики по внедрению механизмов и программ целевого финансирования в рамках действующих институтов развития. Она предусматривает дополнение новыми подходами уже имеющихся способов финансирования нашими региональными институтами развития. Выражаю уверенность, что данная инициатива сыграет ключевую роль в сокращении разрывов уровня развития наших национальных экономик и интеграции в целом. Сегодня наиболее актуальным для кыргызской стороны также является вопрос формирования общего рынка газа. Данный вопрос является одним из важнейших приоритетов нашего сотрудничества и одной из существенных составляющих в обеспечении энергетической безопасности наших стран. Учитывая особенности повесток поставок газа в Кыргызскую республику, считаю, что в данном вопросе нам необходимо предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа, вне зависимости от страны происхождения, в целях обеспечения внутренней потребности государств-членов Союза. Важно отметить и тот факт, что мы достигли позитивных результатов в осуществлении единой внешнеторговой политики Союза, основой которой является таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также меры защиты внутреннего рынка. В целях защиты производителей Евразийского экономического союза от недобросовестного импорта из третьих стран все принятые наши меры должны благоприятно влиять не только на производителей, но и учитывать условия конкуренции на внутренних рынках наших стран. При этом подходы должны быть регламентированы и направлены на недопущение правовой неопределенности. Хотелось бы также отметить, что различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным закрытием границ, как нам всем хорошо известно, стали основной причиной снижения экономической активности наших стран. В таких условиях крайне важно усилить промышленную и агропромышленную кооперацию в наших странах, что позволит обеспечить эффективное посткризисное развитие экономики Союза и раскрыть высокий интеграционный потенциал ЕС. В данном контексте важно подчеркнуть особую роль региональных финансовых институтов по стабилизации экономических шоков и поддержке экономики Союза
в целом. Уважаемые коллеги, свобода передвижения рабочей силы является одним из основных принципов нашего Союза. Сегодня это не только социальная задача в рамках ЕС, это вызов для всего человечества. За время участия Кыргызской республики в Союзе было сделано многое для улучшения прав трудящихся. Кыргызской стороной инициированы вопросы социальной защиты и обеспечения трудящихся в государствах-членах Союза, равно как и их семей. Наиболее остро вопросы социальной защиты проявились в период пандемии, в связи с чем нам крайне важно вернуться к вопросу распространения действия обязательного медицинского страхования на членов семей трудящихся. Сегодня ситуация с распространением коронавируса привела к дефициту рабочей силы в странах нашего Союза, в том числе в силу имеющихся ограничений по перемещению. Кыргызская республика готова к обсуждению и созданию дополнительных механизмов доступа к рынку труда ЕС с учетом необходимых эпидемиологических требований. Цифровизация экономик наших стран, внедрение современных цифровых технологий также становится приоритетной задачей сегодняшнего дня. Все наши совместные инициативы по автоматизации налоговых и таможенных процедур, по переводу расширительных и сопроводительных документов на цифровые носители, а также по внедрению системы маркировки и прослеживаемости товаров должны быть ускорены. Внедрение данных систем позволит противодействовать теневой экономике и обеспечит значительное поступление финансовых средств в бюджет. В этой связи хотел бы отметить недавно подписанное соглашение с Российской Федерацией по развитию системы налогового администрирования в Кыргызской Республике, в рамках которого в скором времени мы ожидаем начала практических работ. Хотел бы выразить огромную благодарность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу, за оказываемую личную поддержку в данном вопросе. Уважаемые участники заседания, уходящий 2020 год стал непростым периодом для экономики наших стран. Вместе с тем он выявил одну закономерность. Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности. Позвольте еще раз поблагодарить белорусскую сторону уважаемого Александра Григорьевича за эффективную работу в период председательствования в этом году. Учитывая, что председательство переходит в Республике Казахстан, желаю уважаемому Касым-Жомарт Кемелевичу успехов в реализации поставленных задач и достижении намеченных планов Союза. Наша общая цель – это стабильное развитие экономик государств-членов в интересах наших народов. Желаю всем участникам заседания успехов в работе и благополучия. Спасибо большое.